Покровитель табунщиков и лошадей Камбар-Ата. Камбар-Ата, Камбар – большая сила, Ата – предок, отец. В фольклоре тюркских народов является покровитель табунщиков, коней, лошадей и коневодства. В казахском языке термин Камбар-Ата Жылкысы – лошадь Камбара является синонимом прекрасного коня, лучшего из коней, хорошего коня, приносящего удачу. Камбар-Ата был опытным и искусным табунщиком. Только он один мог догнать и собрать в одно место свой табун, так как эти лошади не подпускали к себе других людей. Он был человек добрый и никому не отказывал в помощи. Когда к нему приходили родственники и одноплеменники, он давал им жеребят. Но жеребята часто убегали от новых хозяев и возвращались в свой табун. Отличить их от других жеребят, чтобы вернуть хозяевам, было трудно, и Камбар стал их метить. Так появился особый отличительный знак танба – клеймо, печать, которым впоследствии отмечалось право собственности на скот. По казахским поверьям Камбар-Ата первым приготовил кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока. Казахи подразделяют кумыс на несколько видов. Уис-кумыс готовится на молозиве, уис – кобылиц. Саумал – недоброжженный, сладкий кумыс. Жас-кумыс – молодой, однодневный кумыс. Кунан-кумыс – двухдневный, слегка опьяняющий кумыс. Донен-кумыс – трехдневный кумыс в меру кислый. Асау-кумыс – особо крепкий кумыс с содержанием спирта более 40%. Бал-кумыс – кумыс, приготовленный с добавлением меда или других сладостей. Согласно древним традициям, разным людям кумыс подавался в разной посуде. Простому человеку в кисе, случайным гостям и путникам в чаше, тостак, дорогим друзьям в расписных средней величины чашах, зеренах. Влюбленным предлагают кумыс в козе, маленьком узкогорлом сосуде с золотыми каемками. В украшенном серебре козе пили акыны и сыри. Батырам и борцам-палуанам кумыс обычно подносили в высоких кувшинах. Производство кумыса в Казахстане имеет богатые народные традиции и обычаи, среди которых особое место занимает древний обряд кумыс-мурындык – появление первого кумыса. Праздник происходит торжественно, на него специально приглашают уважаемых аксакалов и соседей. С именем Камбар-Аты связано происхождение племен Уак, входящего в состав Среднего Жуза.